Здравствуйте, наши маленькие телезрители, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Это программа, в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте скорее с ними знакомиться. Сегодня у нас в гостях семья Прокофьевых, Амалия и ее мама Алина. Здравствуйте! Здравствуйте! И семья Салаховых, Мадина и ее мама Анастасия. Здравствуйте! Здравствуйте! И, конечно, знакомимся с нашими героями поближе. Амалия занимается спортивным ориентированием. Карта и компас – ее лучшие друзья. Мастерица и стилист в одном лице. Ни одна кукла не осталась без наряда и грамотно подобранного аксессуара. Может целый день кататься на роликовых коньках, лишь иногда сменяя его на велосипед. Амалия, почему спортивное ориентирование? Почему тебя так это заинтересовало? От двоюродного брата. От двоюродного брата. Он тоже занимается спортивным ориентированием. А как думаешь, что самое сложное в этом? Ну, думать головой и правильно компас ставить. Ну, то есть, получается, насколько я понимаю, спортивное ориентирование – это ориентация на местности, да? Да. То есть ты должна проложить путь или что сделать? Рассказать, где что? Проложить путь и пройти. А есть уже какие-то награды у тебя? Ну да. Какие? Расскажи. Есть медальки и дипломы. Ну, это очень здорово. А, как ты думаешь, что лучше, роликовые коньки или велосипед? Не могу выбрать, все нравится. И то, и другое нравится. А в будущем кем ты себя видишь? Ну, певицей. Певицей? А почему тебе так нравится петь? Не знаю. А у тебя уже есть гастроли? Все еще обязательно впереди. Спортивное ориентирование. Обычно это не девчачий вид спорта, не девчачье занятие. Я бы не сказала, у нас очень много девочек занимается, вот мы занимаемся вместе как раз-таки. Как она уже сказала, у нас сначала пошел туда наш двоюродный брат, который своим энтузиазмом и своими победами заинтересовал. Также почему мне нравится то, что ребенок посещает. У нас прекрасные тренеры. Также ребенок занимается на открытом, на свежем воздухе, проводит время. Он не просто бегает, ему обязательно надо в это время сориентироваться по местности, поставить правильно карту. Также у них есть определенные пункты, по которым они должны пробежать, и это все на скорость. То есть здесь работает не только физическая подготовка, но и обязательно надо думать головой, как Амалия сказала, что очень сложно, как оказалось. Ну, если вдруг потеряется, то к дому обязательно дорогу проложат. А Да, что сложного в спортивном ориентировании? Не все же так просто. Ну, я думаю, везде есть какие-то определенные сложности. Ну, для вас вот. Лично для Да, меня, как для как для родителя. родителя, наверное, это уделять время для того, чтобы отводить ребенка туда. Но это все поправимо, было бы только желание. Это очень здорово, очень классно. Я вам желаю огромной удачи, больших успехов. Вы знакомимся с еще одной героиней сегодняшней программы. Ее зовут Мадина. Она занимается танцами в школьной студии «Импульс», также рисованием, гончарным мастерством. Она круглая отличница, но больше всего любит математику. С удовольствием принимает участие в олимпиадах, различных конкурсах и школьных представлениях. И Мадина также занимается спортивным ориентированием. Ходит на лыжах с 3 лет и вместе со своей семьей и друзьями с удовольствием это делает. Лыжные прогулки – еженедельное зимнее развлечение. Она также быстро бегает и в свободное от учебы и секции время рисует с мамой и старшим братом. С удовольствием читает книги, делает слаймы, поделки из фетра, а также гуляет с друзьями во дворе, катается на велосипеде, самокате, роликовых коньках, любит путешествовать всей семьей, изучать новые места и осматривать достопримечательности. А когда вырастет, мечтает завести котенка или щенка, а пока ухаживать за хомячком по кличке Дружок. Вот столько разноплановых и различных занятий. Мадина, как все успеваешь? Не знаю. Ну, как так получается? И слаймы ты делаешь, и поделки из фетра, и спортивным ориентированием занимаешься. Как это все? Что-то зимой, что-то летом, а что-то и тогда, и тогда. Ну, я вот сказал, что зимой ты лыжными прогулками занимаешься. А летом чем это заменяешь? На даче играю. А летом на даче. Почему такая любовь к математике? Много же разных предметов. Математика, мне кажется, один из самых сложных предметов. Почему любишь математику? Потому что мне нравится логика. То есть все вот это вычислять, правильно составлять формулы. То есть в будущем математиком станешь? Нет, а кем? Не знаю. Еще не думала? Анастасия, как вы думаете, кем она станет? Ну, я думаю, что склонности есть и к точным наукам, и к творческим, поэтому сложно. Я думаю, чтобы она не выбрала, у нее будет все хорошо получаться, главное желание. Потому что вот
конкретно у этого ребенка есть все эти возможности, я считаю. Ну, а расскажите, как Мадина пришла в спортивное ориентирование? Ну, тоже благодаря все тому же двоюродному брату Амалии, ну, во-первых. А во-вторых, у нас папа потом, ну, как с детства папа занимался в детстве этим, и мы, как сейчас они занимаются, брат, папа и Мадина занимаются втроем. То есть у нас папа участвует в соревнованиях вместе с ними, и поэтому для нас, а я просто группа поддержки пока. Ну, группа поддержки тоже важна. Вот, поэтому это семейно сейчас. Ну, а как вместе проводите свободное время? Ну вот сейчас практически, ну мы начали ходить на ориентирование не так давно, где-то полгода ходим, и мы в свободное время, ну вот выходные там бывают, проходят. Или Стараемся нет свободного времени? Ну вот в связи с ним все выходные практически там, но это весело, здорово, потому что это в лесу, на природе, там можно пикничок устроить там после соревнований, и как-то, и очень хорошая атмосфера, как Алина уже сказала, прям благодаря тренерам мы просто туда тянемся все. Я вам желаю удачи и успехов. Обязательно все получится. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Давайте начинать нашу программу. Тема сегодня – обувь. Ояк кимнере. Мы начинаем первый тур программы «Бергаляп Юряник». Называется он «Жауаптап. Найди ответ». В этом туре мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных предметах, связанных с обувью. Ваша задача – угадать, о чем идет речь. Вопросы мы задаем поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. С какой команды начнем? Можно с нашей. Мадина, тогда первый вопрос тебе. Внимательно смотрим на экран. Они сделаны из соломы. Их надевают на ноги. Их надевали в старые времена. Теперь их уже не носят. Они легкие, дышащие. И их раньше все носили и плели. Они стоят в музеях, как экспонат. Что же раньше плели такое? Сеня, Лапти. лапти. Лапти? Уверена? Да. Когда-нибудь носила лапти, Мадина? Нет? Нет. Хочешь поносить? Нет? Потому что и так сейчас много современной обуви. Это правильный ответ, это действительно лапти, а лапти по-татарски щабата. Амалия, продолжаем с тобой, внимательно смотрим. Это такая обувь, которая когда дождь одевают. Они резиновые, их можно одевать на ноги. На магазине есть. Чаще всего мы их носим осенью и весной, потому что вот в это время больше всего дожди идут. Это идеальная, удобная обувь для прогулки по лужам. Так, Амалия, что это за идеальное... Сапоги. Что? Резиновые сапоги. Резиновые сапоги. А ты когда носишь резиновые сапоги? Когда дождь и слякоть. Дождь и слякоть. Потому что помогают, да, ходить? Это правильный ответ, молодец. Это действительно правильный ответ, а по-татарски это слово звучит как резин и тег. Мадина, продолжаем с тобой, внимательно смотрим на экран. Если я правильно понимаю, то это что-то связано с татарскими костюмами. Это такие сапоги, которые там есть узоры. Девочки надевают это на ноги. Сделано это из кожи. У моей бабушки есть такая обувь. На нем сделаны узоры татаров. Мы танцевали татарский танец, мы тоже их одевали. Когда я вырасту, я тоже хочу такой. Ичиги, Так, по-моему. Мадина, Ичиги. как ты думаешь, как называется татарская национальная? Ичиги. Ичиги. Какие у тебя большие познания, или мама подсказала? Мама подсказала. Мама подсказала. Мама молодец, правильно делает. Совершенно верно. Ичиги переводится как щитек. Амалия, готова? Внимательно смотрим на экран. Это такая мягкая обувь, которая их есть для взрослых и для детей. Моя мама одевает розовые такие. Мы их надеваем дома, чтобы ногам было теплее. Они мягкие и теплые. Наша двойника заставляет их одевать сразу, когда мы заходим за порог. А еще она их берет с собой, когда она идет в гости. Так, как ты думаешь, что это? Тапочки. Тапочки. А у тебя есть дома тапочки? Да. А какие они? Только они похожи на шлепанцы. А на шлепанцы? А у тебя есть тапочки с пампушками дома? Да. Да? Да. На самом деле? Да. Я думал, что только у моей мамы есть дома тапочки с пампушками. Но на самом деле, оказывается, у каждой уважающей себя девочки должны быть розовые тапочки с пампушками. Это правильный ответ, ты большая молодец. Тапочки по-татарски башмак. Ну и прямо сейчас самое настоящее волшебство в нашей студии. Раз, два, три, игрушки появились.
Вот они, собственно говоря. Берите их в руки. Сейчас нужно будет обязательно до конца послушать и досмотреть вопрос. И после этого, кто первым нажмет, у того и будет право первого ответа. Итак, готовы? Да. Девчонки, готовы? Внимательно смотрим на экран. Это, можно сказать, очень-очень-очень очень теплые носки. У меня почти у всей семьи есть эта вещь. Мы их носим зимой, чтобы нашим ногам было тепло. Обычно они бывают черные. Их одевают в деревню зимой и охотники в лесу, чтобы не замерзли ноги. Итак, о чем говорили наши дети? Амалия была чуть быстрее. Валенки. Точно. Точно. 100%. Точно. Мама согласна? Да, согласна. Молодцы, я вас поздравляю. Это правильный ответ. А валенки по-татарски киезитек. И со счетом 3-2 пока лидирует Амалия. Мадина, не расстраивайся, все еще впереди. Ну а мы продолжаем нашу программу. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Мы продолжаем. Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Амалия, как будет по-татарски лапти? Шабата. Щабата. Правильно. Мадина, резиновые сапоги. Резин и тек. Амалия, как будет по-татарски ичиги? Шитек. Именно так. Мадина, тапочки. Башмак. Верно. И, Амалия, тебе слово валенки. Киез и тек. Киес и тек. Правильно. Мы продолжаем. На экране прямо сейчас появится 9 картинок. Задача наших команд — запомнить расположение, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд. По истечении времени я буду вам задавать различные вопросы. Готовы? Да. 15 секунд. Внимание на экран. Итак, время вышло. Амалия, на этот раз начнем с тебя. Первый вопрос. Где находятся тапочки, башмак? Под каким номером? 1 и 8. Давай одну цифру выберем. 1. Уверена? Да. Открываем ячейку номер 1. Это правильный ответ. Мадина, где находятся резиновые сапоги, резиновый тег? Я помню. Где? Цифрой 5. По цифре 5. Мама согласна? Да, Точно. точно. Открываем цифру 5. Там находятся резиновые сапоги. Молодцы. Так, Алина и Амалия, где находятся лапти, щабата? Лапти. 7. И 3. Какую 7 и выбираем? 3. 3. Или 7? Какую хочешь, выбирай. Пусть 7. Открываем ячейку номер 7. Там находятся лапти. Молодцы. Это правильный ответ. Итак, Мадина, где находятся валенки? Цифра 4. Цифра 4. Точно. 100%. Может быть 5? Нет. Цифра 4. Настойчивая. Открываем ячейку номер 4. Там находятся валенки. Молодец. На очереди 5-й вопрос. Берите, пожалуйста, игрушки в руки. Как только я его задам, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет первым отвечать. В какой ячейке, где находятся ичиги, читек? Мадина была чуть быстрее. По цифре 6. По цифре 6? Амалия, ну не расстраивайся так. Мадина, проверяем твой вариант. Открываем цифру 6. Там находятся ичиги. Молодец. Счет после второго тура равный. И все решит по традиции третий тур нашей программы. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз вспоминаем слова, которые мы сегодня выучили. Лапти, щабата, резиновые сапоги, резин и тег, ичиги, щитек, тапочки, башмак, валенки, киезитек. На очереди третий тур нашей программы. Наших команд ждут ребусы. Для каждой команды будет свой ребус. На экране появятся 3 картинки, все они как-то относятся к одному из слов, которые мы сегодня выучили. Да, нет, каждая картинка относится к слову, и вместе они дают тоже какое-то, естественно, слово. Ваша задача не просто его назвать, но и объяснить, как каждая картинка к этому слову относится. С какой команды начнем? С них раз в прошлый раз начинали. Давайте. Готова, Мадина? Поехали. Смотрим на экран. Первый ребус. Так. Какие мысли есть? Давай размышлять. Что мы здесь видим? Их плетут. Эту обувь плетут.
Почему вы так думаете? Ну вот коса, видите? И какое-то отношение это имеет к дереву, значит, из коры, допустим. А вот мужчина почему? Айдар Файзрахманов, почему здесь? Обуви такие. Ну, видимо, песню он какую-то пел. Или может быть, стихотворение. Я не Это- знаю, кто это. Щебота. Так. Почему я Щабота, что-то ты сказала. Как-то это, возможно, связано с Айдаром Файзрахмановым? Итак, ваш окончательный ответ? Щабота. Щабота. Это правильный ответ, я вас поздравляю. Действительно, лапти плетут из коры. Но Айдар Файзрахманов пел песню «Щабота, щабота, щабота, тула эх». Это правильный ответ, вы большие молодцы. И еще один ребус уже для другой команды. Амалия, внимательно смотрим на экран и тоже пытаемся угадать, о чем же идет речь. Что делают девушки на первой фотографии? Они гадают. Да. Гадают, а в старину кидали валенок через забор для того, чтобы узнать, кто будет суженым ряженым. Я думаю, наши девочки просто помладше еще, они этим не занимались, поэтому это им не знакомо. А вы Войлок- занимались, да? Нет, валенок не кидали. Войлок – это материал, из которого изготавливаются валенки. А гипс, я думаю, это потому, что есть определенная форма, которую делают. Видимо, поэтому как бы валенки, они определенной формы все время. Я понимаю и принимаю вашу логику. Вот на картинке, где нарисован заяц и доктор Айболит, это сказка Абдуллы Алиша, в котором зайке подарили валенок, но она его не носила, простудила ногу и поэтому пришла к врачу. Вот так вот. Но я принимаю этот ответ, и он правильный. Это действительно валенки. Я вас поздравляю в очень сложной борьбе. Побеждает Амалия и Алина. И еще одни победители, Мадина и Анастасия. Мадина на секунду расстроилась, но нет, сегодня побеждает дружба, я вас поздравляю. И, конечно, всем вам мы дарим заслуженные подарки от нашей программы. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от телеканала Шаян ТВ. Я надеюсь, что вы будете с теплотой нашу встречу сегодняшнюю вспоминать, и мы еще не раз увидимся в нашей программе. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Но наша программа подходит к концу. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной. На сегодня мы с вами прощаемся. Пока-пока.